Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали стэнфордские ученые Пол Милграм и Роберт Уилсон. Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет по экономике при Академии наук. Награды их удостоили за новые результаты в теории аукционов и создание новых форматов аукционов. В этом году премия присуждена именно за анализ внутренних процессов аукциона, сочетание частной и общественной оценки предмета торгов, скрытые мотивы и ожидания поведения участника при пошаговом изменении цены, особенности принятия решений, феномен бремени победителя. Ученые проанализировали стратегии ставок, которые участники аукциона делают в нескольких хорошо известных форматах торгов, а также продемонстрировали, какая именно последовательность принесет продавцу более высокий доход. Ядро исследования – это ответ на вопрос, как определить адекватный уровень стоимости современных товаров, которые сложно продать традиционным способом. Страховые полисы от коронавируса становятся популярными среди российских клиентов в связи с новой вспышкой заболевания, рассказали участники рынка. При этом летом, в момент спада заболеваемости, спрос на такие продукты снизился. После пика востребованности в апреле-мае 2020 года повторный рост зафиксирован в августе. Всего с весны продано 720 тысяч страховок, которые покрывали случаи заболевания коронавирусом. Выплаты гражданам уже составили как минимум 300 миллионов рублей. В разных компаниях цена на такие полисы варьируется от 1800 рублей до 8500. Выплаты при заболевании составят от 20 до 110 тысяч рублей, а в случае смерти от 500 тысяч до 1 миллиона. Выплаты по ним предоставляются в любом случае, вне зависимости от пандемии или режима чрезвычайной ситуации. В России 1 миллион 300 тысяч человек остались без работы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Такой подсчет произвел Минтруд России. Наибольший рост числа официально зарегистрированных безработных был отмечен в сентябре. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась, и в скором будущем Минтруд ожидает снижения их количества, чему поспособствуют меры поддержки экономики от правительства. За время вызванного коронавирусом кризиса значительно, с 20 до 80%, увеличилась доля официально зарегистрированных в центрах занятости граждан, имеющих право обратиться за мерами поддержки. Пурпурно-розовый бриллиант «Призрак розы» весом в 14,83 карата, добытый компанией «Алроса» на территории Республики Саха-Якутия, будет выставлен на торги в швейцарском городе Женева 11 ноября. Оценочная стоимость «Призрака розы» составляет от 23 до 38 миллионов долларов. Отмечается, что бриллиант овальной формы изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного в России, массой 27,85 карата. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак розы», впервые поставленного в труппе русского балета в 1911 году. Редчайший чисто розовый алмаз был добыт 9 октября 2017 года на россыпи Эбелях в Якутии. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи и был признан лучшей находкой года. Огранка проходила в Москве на гранильном предприятии «Бриллианты Алроса». 12 октября Банк России выпустил памятную 25-рублевую монету. На одной стороне изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, на другой – герб России. Всего таких монет выпустят 5 миллионов штук. Также в оборот поступят монеты номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. На одной из ее сторон отчеканен собирательный образ работника отрасли и изображение грузового автомобиля, поезда и самолета. Таких монет Центробанк выпустит 1 миллион штук.